Свидетельские показания и сообщения о том, что китайское правительство стерилизует женщин с целью сокращения уйгурского населения, приобретают все более тревожные масштабы. Начиная с 2013 года, около 27% из 300 женщин, бежавших из Восточного Туркестана, были осмотрены уйгурским врачом в Стамбуле. Женщины не знали об этой ситуации до обследования и утверждали, что были вынуждены использовать определенную форму контрацепции. Стерилизация проводится в клиниках под общим наркозом без ведома женщин. Через стерилизацию Пекин проводит политику контроля рождаемости и сокращения уйгурского населения. Согласно официальным данным, 80% всех контрацептивов, разработанных в Китае, использовались в Восточном Туркестане. До начала давления на уйгуров в 2014 году было произведено 3214 процедур. В 2018 году их количество увеличилось до 60 440. По словам Адриана Зенца, выводы, содержащиеся в отчете, являются доказательством уничтожения населения уйгурского региона и соответствуют критериям Конвенции ООН против геноцида. Стало известно, что турецкие бизнесмены Али Кылыч и Мурат Хакан Саглам находятся в Китае с 2015 года и приговорены к 12 годам 5 месяцам лишения свободы. Известные судовладельцы содержались в лагерях в Восточном Туркестане и подвергались принудительному труду, так же как уйгуры и другие тюрки. Бизнесмены купили торговое судно и планировали осуществлять перевозку металлолома между Гонконгом и Японией. Однако их арестовали в Гонконге. После задержания их доставили в Восточный Туркестан для суда и направили в лагеря перевоспитания, обвинив их в том, что они собираются помочь уйгурам. В развитие бизнеса в Китае бизнесмены вложили $500 тысяч. До недавних пор от них не поступало никаких новостей. Прямые продажи своих услуг в Китае с 23 августа прекращает сервис видеоконференций Zoom. После указанной даты услуги сервиса будут оказываться только через компании-партнеры. Zoom, в числе прочего, критиковали за то, что некоторые видеоконференции были проведены через китайские серверы. Сама компания признала это, заявив, что это было сделано по ошибке. Многие страны и крупные компании отказались от данной платформы. Отделившись от китайского рынка, Zoom планирует оправдаться от всех обвинений. Функционирование приложения TikTok, в котором пользователи загружают свои короткие видеозаписи, будет прекращено в США, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании, сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп. Мы установили дату примерно 15 сентября. Тогда приложение прекратит работу в США. Но если Microsoft или кто-нибудь еще его купит, то это было бы интересно, сказал президент США, отметив, что часть средств от продажи приложения должна пойти в американский Минфин. Трамп добавил, что обсуждал эту проблему с Microsoft, призывая приобрести приложение целиком, а не долю в нем. В США некоторые официальные лица высказывали предположение, что приложение, база которого насчитывает 1 миллиард пользователей, может быть связано с властями Китая и использоваться для сбора данных для Пекина. Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие. В докладе независимых экспертов, контролирующих санкции ООН, приводятся выводы ряда стран, что последние 6 ядерных испытаний в Северной Корее, вероятно, помогли ей разработать миниатюрные ядерные устройства, которые можно поместить в боеголовки баллистических ракет. КНДР продолжает свою ядерную программу, включая производство обогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора, приводит Reuters выдержку из доклада. Промежуточный доклад представили в понедельник Комитету по санкциям Северной Кореи Совета Безопасности ООН. В свою очередь, лидер КНДР заявил, что благодаря надежным и защитным ядерным средствам войны в этом мире не будет и что Северная Корея будет защищена навсегда.